проявите свою активность и покажете, какие вы у меня молодцы. На столах у вас лежат словарики настроения. Пожалуйста, выберите то слово, которое описывает ваше настроение, и объясните свой выбор. Пожалуйста, кто готов? Сегодня мое настроение прекрасное, потому что для меня необычный день. Спасибо. У меня хорошее настроение, потому что сегодня погода ясная. Хорошо. А мое настроение отличное, потому что чувствую себя хорошо. У меня веселое настроение, потому что я рад встрече с друзьями. Спасибо, ребята. Я надеюсь, что такое отличное настроение сохранится у вас до конца урока. Какими словами вы сейчас описали свое настроение? Вы знаете? Имена прилагательные. Имена прилагательные, да? На прошлом занятии, значит, мы с вами говорили о чем? Об имени прилагательного. А сейчас я вам предлагаю работу с карточками Пликерс. Пожалуйста, возьмите свои карточки. Теперь внимание на доску. Первый вопрос. Найдите имя прилагательное. А. Мороз. Б. Морозный. С. Мороженое. Пожалуйста, поднимаем карточки. Хорошо. Следующий вопрос. Укажите имя прилагательное в форме множественного числа. А. Красная кофта. Б. Красное яблоко. С. Красные ягоды. Пожалуйста, поднимаем карточки повыше. Начинаем сканирование. Так, Салиха. Так, хорошо, Салиха у нас неправильно ответила, да? Так, вторая группа молодцы. Все ответили хорошо, правильно. Так, третья группа. Так, все, молодцы. Спасибо. Третий вопрос. Вставьте в предложение нужное прилагательное. Музыка утомляет человека. А. Громкая. Б. Веселая. С. Классическая. Так, Азема. Так. Хорошо. Следующий вопрос. Слушаем внимательно. Вставьте в предложение нужное прилагательное. Самолет оставил на небе какой-то след. Последний вопрос. В каком предложении употреблено прилагательное? А. Он работает быстро. Б. Мишек купили круглый мяч. С. Мама сочиняет стихи. В предложении употреблено прилагательное. Хорошо. Отлично. Теперь смотрим на результат. На результат вашей работы. Мои, да? Продолжение данной темы я подготовила вам небольшое задание. Так, посмотрите, пожалуйста, на доску. Здесь что у нас? Словосочетание, да? Словосочетание с прилагательными.
Пожалуйста, кто-нибудь прочитайте мне. Красивый платок, шелковый шарф, добрый человек, деревянный стол, дедушкины очки, мамино платье. Спасибо, Бахай. Ваша задача разделить эти словосочетания на группы. Ребята, справились с заданием? Да. Сколько у вас групп получилось? Пожалуйста, Иза. У вас 2 группы. Хорошо. Маида? Салиха? То же самое? У вас 3 группы. Хорошо. Молодцы. Есть наша сегодняшняя тема. Как вы думаете, о чем мы будем сегодня с вами говорить? Есть какие-то предположения? Может, о видах прилагательных, да? Угу. Ребята, давайте определимся с целью сегодняшнего урока. Значит, сегодня мы познакомимся с разрядами прилагательных и научимся различать их и использовать в речи. Значит, сегодня мы с вами будем говорить о разрядах прилагательного. В русском языке выделяют 3 разряда прилагательного. Это какие? Это качественные, относительные и притяжательные. Что такое качественное прилагательное? Качественное прилагательное обозначает признак предмета, то есть называет его различные качества.
карандаш. Это сумка. Мама носит сумку из войлока. Мы сегодня прошли тему разряда прилагательных и сделали ментальную карту. Прилагательные делятся на 3 разряда. Качественные, относительные и притяжательные. Качественные обозначают признак предмета, а относительные могут быть в большей или меньшей степени. А притяжательные обозначают принадлежность к человеку или к животному. Качественные прилагательные, например, красивый платок, красное платье, большой дом, просторный класс. Относительные – железная крыша, школьные дни, садовая груша и малиновое варенье. Здесь относительные – железная, школьные, садовая и малиновая. Притяжательные: бабушкины очки, дедушкин сад, мамин халат, сестрина комната. Я сделала браслет из бисера. Я сделала это кошелек из фетра, фетровый кошелек. Так, ребята, подведем итоги сегодняшнего урока. Теперь, ребята, пожалуйста, опираясь на эти критерии оценивания, оцените свою работу вот на этих листах. Ребята, на этом наш урок окончен. Спасибо всем. До свидания.